До конца мая по всей стране будут проводиться плановые осмотры детей. Их в республике около 42 тысяч. В рамках проекта «Здоровье каждому ребенку Республики Абхазия». С февраля российские и абхазские медики совместными усилиями трудятся на благо здоровья подрастающего поколения. География гуманитарного проекта обширна. Пройдут осмотры во всех районах и городах Абхазии. Во время профмедосмотра на каждого ребенка выделяется порядка 30 минут. Происходит и забор крови и иных анализов. Все дальнейшие исследования проводятся 3 лабораториями на территории республики, в том числе общеклинические, биохимические и гормональные анализы. На базе нашей лаборатории по программе диспансеризации детей проводятся практически все виды исследований, которые необходимы на сегодняшний день в этой программе. Это общеклинические исследования крови, биохимические исследования крови. Весь материал, естественно, первично мы отрабатываем, все результаты выдаем уже на руки всем специалистам, которые проводят диспансеризацию. Биоматериал, по словам Виталия Джения, попадает в лабораторию обязательно промаркированным. А в случае, если кому-то из детишек в дальнейшем необходимы дополнительные исследования, он передается на последующие этапы в замороженном состоянии. В этот процесс вовлечены не только наш стационар республиканской больницы, и это Гудаутская районная больница, которая тоже вовлечена в эту работу, и НИИ экспериментальной патологии и терапии. То есть все виды исследования, клинические исследования, необходимые для дополнительного исследования пациентов, детей по программе диспансеризации, проводятся на базе наших медицинских учреждений. Рутинная нагрузка на клинико-диагностическую лабораторию, как отметил Виталий Джения, стабильно высокая. Ведь в обязанности лаборатории входят также обследования стационарных пациентов, количество которых может доходить до 100-120 человек в день. С учетом программы диспансеризации суммарно в день в стенах лаборатории проводится около 2000 клинических исследований. В день по программе диспансеризации мы получаем биоматериал от 350 до 450, соответственно, если это разделять на виды исследований, это от 1200 видов исследований в день. На базе нашей больницы с этим объемом, с этой нагрузкой пока справляемся и будем дальше справляться, потому что у нас есть мощности, которые позволяют нам это делать. На сегодняшний день, когда профмедосмотр прошла уже треть детского населения, можно подводить первые предварительные итоги. Так, по словам Виталия Джения, состояние здоровья подрастающего поколения, согласно данным клинических исследований, не может не радовать, ведь серьезные патологии встречаются крайне редко. Чаще всего выявляются проблемы, можно сказать, с железодефицитной анемией, соответственно, это проблема, которая сопутствует в детском возрасте или же в подростковом возрасте. Дальше у нас возникают такие проблемы, как уже может быть диагностированный сахарный диабет, скажем, ранее детского возраста, но не компенсированный. Дополнительно гормональные сдвиги в подростковом периоде, то есть в подростковом возрасте, когда уже на консультации это все проявляется, соответствующие гормональные виды исследований тоже дополнительно обследуются уже из имеющего биоматериала. Всеми необходимыми расходными материалами для наиболее безопасного и обширного исследования, подчеркнул Виталий Джения, лабораторию снабжает Минздрав Абхазии. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ.